носятся грамоты о присвоении городам почетного звания «Город воинской славы». Люди с Кавказа защищали Брестскую крепость. Русские люди защищали Кавказ. И всегда, когда мы объединяли свои усилия, мы побеждали. Наш народ, он долгие годы жил тяжелой жизнью, сложной, пребывал в экстремальной ситуации. Естественно, все это происходило вместе с теми проблемами, которые были в стране в целом. Но нас это касалось не опосредованно, а напрямую. Наш народ знает, что такое лишение, голод, холод, депортация, потеря Родины. И сегодня на этом этапе, конечно, хотелось бы, чтобы народ наш не выживал, а жил. Их давно уже нет на этой земле, но память о них и их делах не угасает и по сей день. Время от времени мы обращаемся к ним, воскрешая их в нашей памяти, и чаще это делаем тогда, когда оказываемся перед выбором. В трудные и лихие времена обращаемся к ним, чтобы найти и определить для себя верный путь и единственно правильное решение. Мы делаем это потому, что они были славными и сильными людьми, гордыми и смелыми, и в то же время жизнелюбивыми и готовыми к смерти, готовыми к достойной смерти в любой миг. За честь свою и близких, за правое и доброе дело, за Родину и справедливость. Они ценили дружбу и были верны клятве, клятве родному очагу и отцовской земле, клятве боевому братству и оружию. Потерять честь для них было страшнее, чем умереть, потому что жизнь без чести – это позор и забвение для всех их потомков. Они знали цену слову, и когда говорили вслух «честь имею», то имели в виду, что еще живы. Сложная, я бы сказал, экстремальная ситуация. Ну и мы сумели провести работу буквально в первые дни, мобилизовать ту команду, которая только-только создавалась, подключив и военных, подключив и тех людей, которые действительно переживали. Мы не допустили человеческих страданий. Но самое сильное, конечно, то, что коснулось Жайрахского района. Это было огромное испытание, когда я приехал туда, особенно в селение Вальгети, я увидел страшную картину. Стихия, она была очень... У меня и сегодня перед глазами эта картинка, когда сидят старики, старейшины, знаете, вот полная безысходность, изборожденная морщинами лица, люди, которые знают, что такое депортация, люди, которые знали события, которые были в 92 году, там, в Грозном события. И их родственники вот, из этих регионов, приехавшие вот в это Альгети, люди сидели старые, и вот все богатство, я помню, как сейчас, старик Евкуров там, Зейн-Лабид, у него одно было богатство, дощечка от дома осталось его, от подоконника.
завернуто тюлью. Ни скотину, ничего абсолютно сохранить они не сумели. И когда я заговорил о том, что мы будем восстанавливать, кто-то из сидящих там старейшин сказал, что мы как-то всю жизнь без внимания, дайте нам землю на равнине, ничего нам здесь не нужно, до нас дела нет, вот видите, мы в каком состоянии. Но я попробовал их успокоить, сказал, что я все это вижу сам, и нас с вами вместе испытывает Всевышний. Мы выделим вам земли, конечно, но чтобы вы оставляли землю предков, вы что хотите, чтобы по этой земле ходили какие-то другие люди? Это будет неправильно. И я помню, старейшина Смурзиев и еще один, они встали и сказали мне, что мы вас очень уважаем, мы знаем ваших предков, мы знаем ваших родителей, ваших старших, но вот то, что вы сейчас говорите, это невозможно. И я сказал, что мне очень приятно то, что вы сказали о моих старших. Поверьте мне, я не самый лучший среди них, но я вам даю слово, что все будет, как я сказал. Эти люди оказались в беде. И в этой ситуации нужно было сделать все возможное, чтобы они не остались наедине со своим горем и не потеряли веру в то, что они еще нужны своему государству. Да и мог ли он, президент республики, представитель древнего на Кавказе рода и потомок героических предков, оставивших свои славные имена в истории ингушского народа и российского государства, мог ли он найти другой ответ для старейшин из Горной Ингушетии? Ну и тут же нашлись те, кто действительно поверил мне, я потом поверил им, и они сегодня тоже у нас работают. И мы первые в Южном федеральном округе закончили строительство домов именно в Джайрасском районе, именно в Альгетте. А кто его здесь под это самое? Где мать? Покажи. Так, где? Посмотри. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم. В час испытаний, в минуты жизненных тягот или невзгод, переживаний и откровений мы обращаемся за своими молитвами к Всевышнему. О чем просим мы Его? О чем молимся? За кого? В эти мгновения наших откровений с Создателем мы очищаем наши души, мы открываем и распахиваем их перед Богом. Мы доверяемся Ему и находим для этого разговора самые простые слова. Наши мысли, наши сердца, наша плоть – все мы сутью своей, как на ладони перед взором Его. И Он знает даже то, что сокрыто от нас. То, что ждет каждого из нас в следующий миг, в следующий час, завтра. Обращаясь к Аллаху с молитвой, мы укрепляем сердца наши и волю нашу на пути испытаний, что уже выпали или еще выпадут на нашу долю. Мы просим за умерших, наших родных и близких, за всех, чей жизненный путь уже окончен, чьи дела остались нам в наследство, остались в нашей истории. Мы просим и молимся за живых, за тех, кому еще жить, за их здоровье, счастье, благополучие. Мы просим за них, помня о том, что кто-то потом будет просить и молиться за нас. Так поступали наши отцы и деды, потому что это было заведено до них. Так поступаем и мы, так будет и после нас, и после, и после.
Всевышний объединяет нас и указывает нам путь, на котором нет и не может быть деления на бедных и богатых, на черных и белых, на добрых и злых. Он испытывает нас. И это испытание выдерживают только сильные. Только сильные. Ассаламу алейкум дара каумин му'минин, ва инна инша Аллаху бикум лахикун. Мир вам, о лежащие здесь верующие и мусульмане. Поистине, если будет угодно Аллаху, мы присоединимся к вам, и Аллах помилует тех из нас, кто ушел раньше, и тех, кто задержался. Сегодня вы, завтра мы. «11 тысяч человек защищало независимость, нашу родину от фашизма. И в это время так получилось, что целый народ был репрессирован. Абсолютно по ложному обвинению. Вот на пустом месте. Фронтовики, увешанные орденами, они возвращались не на родину историческую, а в Среднюю Азию. И все совершенно понимали, что это была нечеловеческая, грубейшая ошибка, такая жестокая. Но также люди понимали, что должно пройти время. Практически все народы, включая, прежде всего, русский народ, больше всех пострадали в этот период. Мы сумели сохранить то уникальное, что нам оставили наши предки. Это выдержку. В это очень сложное, непростое время. И, конечно, самое главное, то, что было сделано тем народом, многонациональным народом Киргизии, Казахстана, мы знаем, что из рассказов наших предков, старшего поколения, была доведена информация, что люди какие-то не очень хорошие едут. Я уж не хочу там говорить, как это было на самом деле. Чуть ли там не людоеды там. Народ этот не поверил в это, принял нас. И я знаю, что это такое. Я сам там родился, как и люди моего поколения. И, конечно, слова самой искренней благодарности, самые добрые. Это память всесильная. Это то, что люди наши никогда не забывают. И о казахах, о киргизах, о немцах, о русских, которые проживали там, именно в Средней Азии, которые помогали нашему народу, целые песни слушать. И это очень важно, когда мы вместе, то есть каждый на своем месте и вместе. Так получилось, что вот это горе, эту трагедию, которая была по отношению к целым народам, вот, ее сумели развести общими усилиями. Сегодня мы просто готовим туда поездку большую. И государственный ансамбль наш, и творческие союзы, и наши общественные, религиозные деятели. Ну и во главе я поеду тоже с этой делегацией. Конечно, для меня это будет такое еще новая встреча с родными местами.
У нас дистанция 3 года, но все-таки мы как-то по духу были всегда близки друг к другу. И, конечно, очень жалко, что жизнь так развела. Мы оказались на разных, даже в разных сейчас странах, и тогда в разных краях страны. Ну, я думаю, это, наверное, еще потому, что каждый из нас вгрызался, значит, в жизнь, в учебу, в работу, хотел быть полезным для общества, для народа. И еще, что из всех нас братьев, нас 4, он больше всех похож на отца. Когда, значит, приятно смотреть телевизор, как будто бы отец живой. У него даже манеры похожие на отца. Каждый раз, когда кто-то, вот ингуши, чеченцы встречаются, говорят, «Цагот диохи». Вот не слыхали ли, что нас обратно вернут домой? Вот эта мечта, жизнь. И вот я когда видел индюка, или когда видел осла, или когда видел черепицу, там такой черепицы нет, я радовался этому, мечтал, чтобы вернуться. А когда впервые я услыхал, когда сказали по радио, передали наши песни, вот, и по-ингушски, по-чеченски там выступая, говорили, мы все бежали смотреть, плакали мы. Вот. А когда восстановили республику, мы что только не делали. Мы там ансамбль создали, самодельство сотворили и так дальше. А вот еще один такой момент. Ведь ингуши-то учились в Казахстане, голодные, холодные, оборванные, нищие, учились. Вот, чтобы, не знаю, или чтобы доказать кому-то, прекрасно учились все буквально. Вот в классе все учат ингушей, и все учатся хорошо, отлично. Даже русский язык, вот всегда пример приводили, наши учителя приводили другим. Посмотрите, как пишут вот эти вот. А русские столько ошибок делают, а у нас этих ошибок нет. Вот такая тяга, такое стремление было. И вот когда создали свою республику, все это мы забыли. Я бы хотел, чтобы это они сейчас все вспомнили. Мы все чаще говорим о человечности, о нравственности, о Боге. Вспоминаем, как жили наши деды, каких моральных устоев они придерживались и какие человеческие достоинства в их пору были в цене. Мы говорим о твердости их духа, о благородстве их души и цельности их характеров, о сплоченности и целеустремленности их. Что же более всего сплачивает людское общество? Власть? Нет. Власть только организует это общество. Может быть, вера, мечеть, церковь? Да нет. Они только указывают нам на праведный путь, очищают наши души, не давая сердцам нашим отвердеть. И всякая вера держится на символах, святых символах и образах. Наверное, поэтому она и возвышает человеческую душу, очищает ее от наносного, суетного, второстепенного. Может быть, общество людей сплачивает совесть? И что вмещает в себя это понятие совесть? Старые, новые истины. Да, старые и новые для всех, для нас. Зачем, Всевышний, ты испытываешь нас? Неужели только для того, чтобы мы были сильнее и тверже духом, волей, характером? Почему не останавливаешь того, кто совсем не ради идеи, а только ради золотого тельца,
поднимает руку на ближнего своего, на безоружного и слабого. Почему среди чад твоих столь много ослепленных и злых? Почему нет твоего суда здесь, на земле, в этой жизни? بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. При уничтожении арабского наемника Абу-Дзейта были обнаружены записи, где четко указаны цели именно этих международных террористов. Цель единственная – отторжение Северного Кавказа от Российской Федерации, то есть, в общем-то, насильство и изменение конституционного строя. И установление здесь у нас, в общем-то, на Северном Кавказе своего порядка. Бандиты, которые здесь действуют у нас на Северном Кавказе, они проходят тщательную обработку и тщательную подготовку. И, как правило, в общем-то, занимаются подготовкой и обработкой международные террористы. Минут 5 до их прихода я прокричал азан на вечерний ламаз. И в это время они зашли. Они 6 человек ворвались сюда. Они сказали, мы будем держать оборону отсюда. Мы сказали, мы ее трудно построили, люди построили мечеть. Вы считаете себя мусульмане, как вы могли зайти в мечеть? И как вы ведете себя здесь в мечети? С грязной обувью вы зашли в ковры, пашки. Вы поглянитесь назад. Вы что натворили на земле? И что вы делаете? Бессовестные люди, уходите отсюда. Он мне закричал, закройся. И поставил на лоб автомат. Я говорю, стреляй. Большой ты славу займешь. Я говорю, зашел в мечеть, старика убил. Ты думай, я говорю, ты не один, я говорю, ты не думай, ты никуда не уйдешь. Все равно тебе найдут. Мы поехали на Перекрестке, там страшное дело было. Там убитые солдаты лежали, каждый затылок застреленный. Или если он на живот лежит, то затылок, а если он на спине лежит, то лоб простреленный. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. По телефону их вызвали. Сейчас же у всех эти телефоны мобильные. Что у нас такое положение, надо выехать срочно. Такое случилось. И брата забрал, и сам ушел. И с ними отец пошел. Будем искать до конца, до последнего. Мы, конечно, это так не оставим. Никогда. Мне кажется, что Аллах мне поможет. Было время вечернего намаза. Он пообещал скоро вернуться. С минарета прозвучал призыв к вечернему намазу. Я удивился. Он был необычным, как будто читал его араб. Как потом мы узнали, это был действительно араб, пришедший убивать. У сына, у Османа, было много друзей. Они пришли к нам во двор и сказали: мы слышали, что Османа ранили. Вы не ходите, мы сами все узнаем. И уехали.
Я не мог ждать и выехал следом. Но дальше Альтиева проехать не смог. Шел бой. Вся дорога простреливалась. В этот момент позвонили из дома и сказали, чтобы я возвращался. Дома меня ждал сын, мертвый. Горькая это была ночь и для меня, и для людей. Простите меня. Я прошу успокоиться всех. Я прошу успокоиться всех. Прошу успокоиться. Я объявил перерыв. Правило, перерыв. Тогда, в начале 90-х, мы еще не могли знать, что ждет нас впереди. Весело было. Вокруг все рушилось, ломалось. Все говорили о свежем ветре перемен, больших перемен. И не заметили, как в наши души вползала, медленно и упорно вползала болезнь. Падение нравственных устоев, моральных ценностей, низвержение таких понятий, как людское милосердие, соучастие, чувство братства и уважение к ближнему. «Легко заболеть», — говорили древние, — «тяжелее избавиться от хвори, особенно душевной». Простите меня. Мною принято решение разместить в Назране полк внутренних войск. Вы об этом уже знаете. Будем укреплять и подразделения Министерства обороны. Речь ведь идет о потерях прежде всего среди руководящего состава республиканских органов правопорядка. Достаточно чувствительные, и я считал своим долгом поддержать президента республики в этой довольно сложной для него ситуации. Первое. Второе. Нужно было посмотреть и самому на месте убедиться в том, как происходили эти события, и реально на месте посмотреть эти результаты боестолкновений. И должен сказать, что они, конечно, расходились с тем, что я услышал предварительно в Москве. То, что там произошло, очередная террористическая вылазка, достаточно тяжелыми последствиями, конечно, для нас, она не могла не изменить там ситуацию. И не изменила ее. И вообще сейчас, не только в стране, в целом на Северном Кавказе, нет силы, которая может изменить ситуацию. Это просто попытка продемонстрировать силу и возможности отработать деньги, которые проплачены спонсорами, и попытка дестабилизировать ситуацию в республике. Бандитам не нравится, что руководство республики Ингушетия в последние 1,5 года активно работает над тем, чтобы создать нормальные условия для жизни своих собственных людей. Теперь это уже очевидный факт, что в июньском 2004 года нападении участвовали террористические банды, состоящие из представителей 41 нации из 3 соседних с Ингушетией республик. Вся эта варварская акция была тщательно спланирована и проплачена международной террористической сетью, ее центрами за рубежом, и осуществлена под руководством их эмиссаров, проникших на территорию Ингушетии. Их целью было уничтожить молодую республику,
Создать здесь атмосферу хаоса и неуправляемой территории. Запугать ингушский народ. Ничего не вышло. Чтобы дети не взяли оружие и не чинили зла и не совершали различных террористических актов, а были религиозно подготовлены, чтобы они знали основу своего вероучения, а вероучение наше учит, чтобы мы ценили Божий дар, дар Всевышнего Аллаха, жизнь человека, и не проливали кровь, не убивали безвинных граждан, не совершали зла по отношению к своему соседу, к своему брату, к своему односельчанину, к своему народу. Народ видит, как президент улучшает и экономическое положение республики, и поднимает политический авторитет республики не только в России, но и в мировом масштабе. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبواب. Президент республики уделяет очень большое внимание поддержанию мира со своими соседями. А это договорные отношения, соглашения, переговоры и по территории, и по мирному существованию с Чеченской республикой, с Северной Осетией. Решены вопросы беженцев из Чеченской республики. А ведь этих семей тоже надо было обеспечивать всем. И, конечно же, спокойствием, конечно же, теплом и добротой. Мы находимся в республике Ингушетия. Это наши братья ингуши. Не то, что тут стоит Мурат Зязиков или правительство, председатель правительства. Я не хочу преувеличить. А конкретно хочу сказать вам, что тут есть. Мы, беженцы из Чечни, очень благодарны Мурату Зязикову, правительству Республики Ингушетия, за то, что эти люди очень помогают нам. В конце концов, мы в Ингушетии в палатке не закрываем дверь, как в Чечне. Можно было бы отрезать, и никаких переговоров, никаких вопросов по решению этих проблем пригородного района. А человек должен находить силы, чтобы продолжить переговоры во имя своего народа, во имя спокойствия и мира на Северном Кавказе. Для этого необходим диалог, необходимы переговоры, а это делать умеет президент Зязиков. И вот сегодня мы видим, как сегодня духовно возрождается, экономически возрождается, политически возрождается ваша молодая республика. Только из-за стола, поэтому, девочки, не обижайтесь, ладно, мы тут кусочек. У 3 Галина Щука
Роман Киловатт 6, Щуков Василий Антон, Дроб Павел. Я напоминаю, меня зовут Дауд, я работаю с Сетского хребта, с города Малгобека. Прием. Павел Игоревич Щука, Дауд, рад встрече. Я могу даже, сейчас, если бы был возле вас, я даже, может быть, вспомнил те места, где мы окапывались под минометным обстрелом. Ну, мелкие мины нас обстреливали, не артиллерия, вот первое время. Трудное было время, трудно сейчас это все описать вот так просто. Много товарищей там потеряли и остались, как говорится, на той земле. Одного помню, Белоконь, фамилия с Ростова, это мы близкие друзья, но он там остался на той земле. И голодно, и холодно, и страшно было, и терял друзей. Все сразу, это долго нужно рассказывать, но было страшно. Дауд, если бы не население, что бы мы кушали? То, кто кукурузу принесет, кто мамалыгу, кто принесет кислое молоко, кто молоко. В общем, всем, чем могли, с нами делились. Иначе у нас же не было тогда, в то время, как говорится, наших снабженческих. Мы только за счет населения жили, выживали. Очень рад приветствовать вас в Каннах и очень рад вас видеть здесь. И ваши артисты произвели большое впечатление на Францию. Je voulais vous féliciter pour les différents artistes que vous avez fait venir à Cannes. Et puis, bien entendu, voilà. Я вас поздравляю с тем, что вы привезли таких прекрасных артистов вот сюда, в Канны. Спасибо. Это фантастический город. Это удивительный город, который объединяет людей. Venez regarder, voilà, c'est ça qui est fantastique. Мы впервые в Республике Ингушетия на столь грандиозном празднике. Республика Ингушетия – это часть российской и кавказской цивилизации. Это часть европейской цивилизации. Солярный знак – символ вечности Вселенной. Вручить мэру, чтобы вот всегда, как сегодня красиво светило солнце, чтобы мы всегда радовались Каннам. И Канны – это город солнца, это город, где всегда есть именины сердца. Всего самого доброго. Спасибо, уважаемый господин президент. От имени своей страны Франция действительно счастлива принимать вас сегодня. В 1814 году, во времена Наполеона, прадеды этих юных артистов из Ингушетии в составе русской армии покоряли Францию. А сегодня, 2 века спустя, талантливые танцоры из того же ингушского города воинской славы Малгобека, представляя здесь национальное искусство Великой России, вновь покорили сердца французов.
За победу! Я очень хотел бы, чтобы у нас никогда больше не было, у всего народа, у многонационального народа Ингушетии, никогда не было, чтобы сложных времен. Что даже если спросить, а вот что еще вот должно случиться, чтобы людей объединить, чтобы понять, что у нас общее дело, общая Родина, общие помыслы, общие дела, общая дорога, общее созидание. И я думаю, что мы уже вот этот этап прошли, и уже должны идти только хорошие события. Испокон века жили ингуши на этой земле. Строили башни, пахали землю, растили детей и защищали свою родину от врагов. Одно поколение сменяло другое, одна эпоха – следующую. Лихолетие за лихолетием проходили в любви к этой земле и с надеждой на лучшее будущее. И в самые тяжелые времена нашей истории наши отцы и деды не предавали ни эти горы, ни гордые и стройные творения своих предков, вековые каменные башни, ни нравственные ценности и устои. Они были верны этой земле всегда, как будто кто-то из них, кто-то уважаемый и старший, от имени всех нас дал одну общую клятву. И эта клятва и ингушский народ раз и навсегда слились в одно целое, в один монолит, в одну скалу, в один камень. Кто может сказать, что это такое – любить Родину? Что означает быть преданным земле отцов? Как должен жить и что должен чувствовать каждый, кто сердцем и душою понимает и любит ее? Как должен жить этот человек и каждый из нас, понимая, что Родина вечна, а наша жизнь имеет свое начало и свой конец?
И так всегда. Наши деды и отцы, наши матери мечтали о лучшем, о доброй и счастливой жизни. Они передавали эту мечту из поколения в поколение, как самую ценную реликвию всей нации. И если мы, сегодня живущие на этой земле, приняли эту эстафету, то кому мы ее оставим в наследство? Как историк я могу вспомнить, что даже в годы Великой Отечественной войны немцы с Украины отвозили чернозем, эшелонами отправляли. А у нас здесь чернозем, то есть вот этот пласт верхний, он намного лучше, чем даже на Украине. Поэтому сегодня надо всем вот определить, чтобы вот даже когда начинаются строительные работы какие-то, вот в этом районе, чтобы именно для работников этого хозяйства, совхоза Икажевского, и не только для них, чтобы вот могли они использовать этот чернозем, использовать могли эту почву для улучшения плодородия. Да, совершенно верно, для улучшения плодородия. Вот это очень важно сегодня. И сегодня мы за счет чего эти урожаи? За счет того, что мы провели инвентаризацию, то есть дополнительные земли появились у нас, которые были бесхозны, удобрения. И люди, самое главное, что люди поверили. Вот посмотрите, это большое богатство, когда вот работает старшее поколение, среднее поколение, дети сегодня работают, то есть они успевают и в школу пойти, и помогать своим. То есть они видят труд, они видят, как достается хлеб, они видят, что сегодня старшее поколение, которое очень много испытало в своей жизни, они видят, что сегодня есть, они востребованы. Для детей все могут. А это наш мед, да? Да, это наш мед. Это наши производители. У нас несколько производителей. Чем бы попробовать его? Есть? Ложка не надо. Вот так попробуй, пальчик. А вот. О, вкусный. Я цветы с тобой рвала, воду из ручья брала. Назрановский район, Коктялга, что-то. Достаточно солидный, мощный потенциал сегодня у республики. Экономический, культурный, политический и, самое главное, нравственный, духовный. Вот и сегодняшнее мероприятие, оно именно посвящено тому, что в нас хотят выбить те силы, которым не нравится созидательный труд, мирная жизнь нашей республики. Они не хотят, чтобы у нас было хоть что-то свое родное, ингушское, национальное, чтобы у нас был свой богатый язык, чтобы наша культура не забывалась, чтобы существовали наши традиции, издревле от предков, которые передаются от потомков к потомкам. Они хотят привнести свое сюда, установить нам свои правила жизни, диктовать нам свою волю, свои правила игры, чтобы мы жили по их правилам. Этому никогда не быть, этого не будет. Об этом твердо, четко заявлено сегодня президентом нашей республики.
нравится по улицам столичным гулять? Ну, практически всегда, посмотрите, вот у нас же идет стройка, вот сейчас, вот здесь, вот эти два здания, вот видите, сегодня мы два приняли, да? Вот в ближайшую неделю будут вот эти два сдавать. Поэтому я стараюсь сам смотреть, как идет стройка, качество работ посмотрю. Ну, вот, Ваш мэр похож на Лужкова? Ингушский Лужков. Стараемся быть похожим, потому что у него опыта побольше, но мы стараемся по темпам строительства их где-то там и подбирать. Что говорит президент? Он говорит одно, что каждый гражданин должен быть защищен законом, в первую очередь. Не пиаром, не олигархами, не спекулянтами, а законом. То есть перед законом должны быть все равны. Что написано в Конституции? Я скажу словами вашего президента. Он говорит следующее. Во 2 статье Конституции прописано четко и ясно. Гражданин и его права являются высшей ценностью. Признание, соблюдение, защиты прав свобод гражданина – обязанность государства. Так вот, он вам говорит, что он государев человек. Он не может быть за одних, за других. Он за простого человека. Если кто-то скажет, что незащищенного, простого человека защищать, и это будет безнаказанно, он глубоко ошибается. По причине того, что бедного, незащищенного человека приходится защищать от кого? От власть имущего, от олигарха, от бизнесмена, у кого есть деньги, у кого есть власть. Значит, у этих олигархов есть возможность облить грязью, заказать статью, выпустить фильм. А бедолага не может это сделать. Вот эта ситуация, которая происходит сегодня в Ингушетии. Вот те теракты, те нападения. Это последствия того, что этот президент действительно защищает простых людей. Он живет ихней жизнью. Он был, извините меня, когда боялись сказать, что он ингуш, он был ингушом и стал генералом. Какой глава был хоть кто-то? Были, извините меня, торгашами или спекулянтами? Или непонятно еще кто? Последнее. Сегодня все знают, что Зязико добился того, что появилась надежда вернуться людям к своим домам. Это пригородный район, да? Вот как только он доходит до этой черты, тут же начинаются теракты, тут же начинают убивать ни в чем не повинных людей. Бьют не по Зязикову, бьют по простым людям. Вот когда произошла война в Чеченской Республике, кто пострадал? Незащищенные, простые, у кого нет денег, у кого нет крыши над головой. Олигархи как сидели в Москве, так и сидят. И сегодня они сидят. Вот. Если эти господа сумеют сегодня победить вас, всех простых людей, я вам не завидую. Я видел войну. Я профессиональный юрист, я занимаюсь юриспруденцией очень давно. Я знаю власть не понаслышке, а изнутри. Поэтому единственное, что я могу сказать, гордитесь своим президентом. Завтра будет поздно. О Всевышний, прости нам грехи наши, прости грехи умершим и еще живущим. Дай нам сил выстоять и достойно пройти через все испытания, что Ты посылаешь нам. О Создатель, укрепи нас в желании и стремлении следовать Твоим наставлениям. Прости нас, детей своих. اللهم اغفر لحينا وزنديل جشديله قديم بولشان جشديله وميتنا وزنديل قبينشان جشديله وشاهدنا وزنديل قصا بولشان جشديله وغائبنا وزنديل قارح بولشان جشديله وصغيرنا وزنديل قزعميشان جشديله وكبيرنا وزنديل قبوقشان جشديله وذكرنا وزنديل معناها جشديله وأنسانا وزنديل قلناها جشديله اللهم وزنديل من أحييته منا تنقر أي حق الجوال وزنديل فأحييه على الإسلام وزنديل مصل دين تحولش حق الله حس ومن توفيته منا وزنديل تنقر أي عقله وجوال حقيل دعويرز جوال فتوفه على الإيمان وزن ديال إيمان تحولش بعقل بالله عز وجل اللهم اغفر لنا وزن ديال جيش ديله وارحمنا أخية بالله
أنت مولانا خيال وقع في الدنيا وفي الآخرة دنيا نشح قيمة دنشح اللهم وزن ديال ألف بين قلوب المسلمين وزن ديال بوصل نيا دقاش ديكي إربيزم أوت بيلح وزن ديال بوصل نخ شيل دوخ بيزر دالح اللهم وزن ديال يا محول الحال أدمي حالش كنتجول ديال حول أحوالنا تخحال خوصلع وزن ديال إلى أحسن الحال خزا دوش ديكا دوش حالك اللهم اكشف عنا من البلايا ما لا يكشف أحد غيرك وزن ديال تون بولش بوش بالينا سوغتونا أيغ ماركا يختوغ يشواتش بوا بالا سوغتو يغتيخي وزن ديال وصلنا تون أرغتو يلح وزن ديال اللهم وزن ديال آتنا في الدنيا حسنة وزن ديال دنيا نشعدك دالح وفي الآخرة قيمة دين شهدك دالك وقنا عذاب النار وزن ديال جوجة عاسبة لوردي لك وزن ديال اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وزن ديال أتون دنش حمنجح وزن ديال بركة سوداك لك ورزقنا رزقا حلالا وزن ديال أيخ مجدو أتون رزق حانو نعم حانو رزق دالك اللهم ثبت أقدامنا على الحق وزن ديال قكوغش بقش حمل إحسوس دياله وزن ديال بقش حمل إحليل دياله بقحم أم دياله اللهم اصلح أمة محمد وزن ديال توا دياله درك حيقلشن أمة توا دياله اللهم ارحم أمة محمد وزن ديال درك حيقلشن أمة أخية دياله واجعلنا من أمة محمد وزن ديال تصيد الجوش محمد أمة توا دياله وزن ديال والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ديال بزر سخنبول جبوا أخيتم ديال سلم واشل ديال إلشن إحخل ديال إلشن ديزلا ديال إلشن نوق وصرت إحخل